Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на 15 ноября 2020 года. Посмотрим, какой будет этот день, какое это будет воскресенье. Выпадает у нас карта повешенной. Что будет помогать? Тройка жезлов. Что будет мешать? Карта маг. Но повешенный обычно нормальное состояние для отдыха, да. Хочется отдохнуть, выспаться, там, поваляться, отлежаться, да, то есть это такое состояние, когда мы дома и когда нам хочется побыть в уединении, как-то в тепле, в светле, да, и чтобы нас никто не трогал, скажем так. Может быть, действительно в семье будет трудно находиться, потому что вот такое желание уединиться все-таки присутствует. Также по этой карте очень часто идет удаленная работа, или какие-то события издалека приходят, или, может быть, работа ночью, да, или вот, допустим, вы днем проспали, а ночью никак не спится, да, вот можете тяжело засыпать сегодня. Или, может быть, здесь какая-то ситуация из прошлого возникает, приходят люди из прошлого, вы вспоминаете что-то из прошлого и можете по этому поводу как-то переживать, да. В общем, какие-то ситуации прошлые, они очень явно сегодня встают и вот как-то нас эмоционально держат, не дают нам вот мыслями как-то отойти от этого. Может быть, по этой карте мы вынуждены брать на себя ответственность как бы целиком и полностью, да. Никто больше не хочет брать ответственность, не может, вот только все на нас здесь ложится. Так, что еще? Может быть, какие-то тайны, да, которые скрыты от вас, или сами вы можете какую-то информацию скрывать от близких, или вообще не хотите что-то говорить о чем-то важном, допустим, что-то у вас на душе, какой-то вот тяжелый такой процесс, да, и вас там все дергают, почему ты такой, да, почему ты так как-то реагируешь, да, а вам не хочется об этом говорить, потому что вы еще как бы не переварили информацию, как-то не пережили какое-то состояние, не пришли к какому-то выводу, поэтому не хотите общаться на эту тему. Здесь какие-то закрытые учреждения можно посещать сегодня, или лаборатории какие-то, ну, вроде бы воскресенье. Может быть, просто будет закрыто то, что должно было быть открытым. Вот, скорее всего, так. Так, что еще? Может быть, здесь, знаете, какая-то переоценка собственных сил была на неделе, и вот вы настолько устали, что сейчас нет сил даже на то, чтобы день как-то провести активно, да, вот хочется отдыхать, хочется набраться сил. И еще здесь очень часто идут иллюзии, да, когда мы или сами себя обманываем, или не хотим видеть вот реальное положение вещей. Могут быть привычки, привязанности, зависимости разные, да, вот сегодня нужно прямо за собой следить очень, да, и желательно, чтобы, если, допустим, какая-то трудность у вас возникает, все-таки идти к людям, стараться получить какую-то помощь, совет, вот по тройке жезлов, да, просто не быть в одиночестве. Вот если зависимости какие-то есть, нужно обязательно переключиться, потому что вы можете не справиться здесь. Ну и вообще вот эта карта, она говорит о том, чтобы мы как-то приспособились к жизни, к обстоятельствам, к тем людям, которые рядом, адаптировались. Вот это такое тяжелое психологическое состояние, когда мы что-то не принимаем, кого-то не принимаем, может быть, даже себя. Так, если по событиям говорить, то сегодня, скорее всего, будет ситуация, связанная с каким-то, может быть, обманом, да, или, может быть, деньги, допустим, какие-то деньги должны прийти, и они задерживаются, да, нет оплаты, допустим, нет перевода или еще что-то такое. Какая-то работа, которая
вот вы хотите ее как можно быстрее закончить, а никак не получается. То одно мешает, то другое. Ну и так далее. В общем, все, что связано. Больше эта карта психологическая. Какие-то внутренние все-таки у нас происходят здесь события больше, чем внешние. И что будет помогать? Тройка жезлов. Тройка жезлов – это карта оптимизма, когда мы вот берем и сознательно вспоминаем, что же у нас в жизни было хорошего, чего же мы уже достигли, добились. Да? То есть вроде бы мы тут в себе разочаровались, а здесь мы можем поднять сами себе настроение, вспомнить какие-то прошлые свои победы. А также здесь может быть поездка. Хочется сидеть дома, а если вот поехать куда-то, ну, как бы новые впечатления получить, здесь уже совсем по-другому все будет. Особенно здесь дети выручают, да, если у кого-то есть, вот можно как-то посвятить день общению с детьми, и вы из этого состояния выйдете. Также здесь еще карта роста, карта обучения, карта, знаете, выхода такого на будущее, да, то есть даже если вы сейчас пока что не можете что-то для будущего сделать, вы можете запланировать, вы можете как-то немножко будущем жить, потому что вы здесь в прошлом все находитесь, да, и это сложно. А если мы будем думать о будущем, будем планировать, будем с детьми время проводить, может быть, пойдем на какой-то праздник, какое-то торжество, себя порадуем, оптимистично себя настроим, творчеством каким-то займемся, любимым делом, может быть, пойдем в парк прогуляемся или хотя бы просто вот огня добавим себе, да, то есть камин, свечи, костер, ну что-то такое. Вот огонь, он прям очень здесь помогает. Либо на солнышко нужно идти. А теперь что будет мешать? Маг. Когда мы закрываемся вот только в себе, когда у нас волнует только наша жизнь, наши интересы, когда мы влиять стараемся на других людей, на обстоятельства, а не на себя. Отношения. Те, кто в поиске партнера, вот прекрасный день для того, чтобы встретить человека, который вам вот прям по судьбе предназначен. Для тех, кто уже в паре. Луна. Но вот эта карта, она больше связана не с Луной, а с Нептуном, да, то есть это именно наша психика, психологическое состояние. С Луной у нас все-таки жрица связана. Вот, а Нептун, он очень созвучен вот карте повешенного. Но только здесь повешенный – это уже какая-то созревшая ситуация, да, которая нас захватила. А по Луне это еще только состояние такое переменчивое, когда мы можем влиять на себя. Так вот, самое главное сегодня не вступать в конфликт, не пытаться решить какой-то вопрос силой, не пытаться выведать то, что скрывает наш партнер, или не выводить, в общем, на как бы обсуждение какие-то вопросы, которые нас беспокоят. Лучше это как-то переварить в себе и настроиться на позитив сегодня. Вот именно момент будущего, да, момент семейного отдыха и каких-то праздников семейных, вот здесь может разрядить обстановку. Если же нет, вы начнете с мелочи, а дойдете до большой проблемы. Так, те, кто в ссоре, король чаш. Ну, здесь поговорить по душам надо, конечно, и с пониманием отнестись к другому человеку, к его образу жизни, мыслей и так далее, да, то есть король чаш, он у нас человек, который такой сочувствующий, переживательный, да, когда можно понять другого человека и понять мыслями, а потом уже и чувства подключатся. То есть разумом сначала осознать, да, оценить, а потом уже чувства подключатся. В общем, помириться сегодня возможно. Также карта это может показывать и алкогольную зависимость. Если это так, то тут как бы уже другой ответ. Да? Здесь вряд ли нужно продолжать отношения с человеком, который с зависимостью любой, потому что он, конечно же, не изменится. Теперь работа для тех, кто работает в воскресенье или ищет работу. Те, кто ищет работу, какой-то шанс, скорее всего, при общении с близкими людьми, с друзьями. Здесь может какая-то информация для вас о новой работе открыться как шанс. Это, кстати, самореализации карта, то есть шанс такой, что
вам понравится. А теперь те, кто работают. Пятерка пентаклей. Понимаете, что нужны денежки, работать не хочется, но как бы кризисная ситуация требует того, что работать все-таки надо. Но пятерка пентаклей, она карта такая, как бы это лишь только внутреннее, как сказать, внутреннее расстройство, да, то есть это от нас зависит, как мы будем себя чувствовать, как мы будем воспринимать вот эту вынужденную работу. Мы можем в пессимизме оставаться, мы можем расстраиваться, быть недовольными, а можем как бы сделать, ну, так как мы ничего не можем здесь с этим поделать, нужно принять ситуацию и радовать себя настолько, насколько возможно, да, то есть находить что-то в этом хорошее, тогда день можно провести нормально. Для тех, кто своим делом занимается, карта суд говорит о том, что у вас может быть какое-то улучшение значительное в ваших делах, может быть идея какая-то, придет новый партнер, может быть решится какой-то вопрос, разрешение какое-то вы получите, да, или какая-то идея придет, которая вот даст вам возможность зарабатывать, разрешится ситуация какая-то с застоем в делах. Финансы для тех, кто на зарплате, двойка мечей. Но здесь тратиться будут деньги на семью, на друзей, на какие-то поездки, на отдых, на обучение. В общем, здесь мы можем очень быстро избавиться от денег, да, то есть по мечам мы тратим очень, очень быстро, потому что у нас много запросов, у нас много неотложных нужд, и вот мы очень быстро здесь тратим деньги. Для тех, кто своим делом зарабатывает, тройка чаш. Но здесь тоже приход денег и расход на какие-то удовольствия, на какой-то праздник, на семейные какие-то торжества. Так, тройка чаш. Коммерческие какие-то могут быть успехи. Может быть, у вас семейный бизнес, деньги приходят от семейного бизнеса. Или, может быть, деньги тут как бы сложились, да, от разных членов семьи, вот как бы в один котел. Здоровье. Семерка жезлов. Но по семерке жезлов здоровье требует нашего внимания. А здесь, мы знаете, мы можем... Во-первых, здесь опасность от конфликтов, опасность на дороге, опасность от порезов, ударов, ушибов. Почему? Потому что мы переоцениваем здесь свои силы, мы как-то... Нас слишком много, да, то есть мы как будто не смотрим как бы вперед себя, да, мы не смотрим на окружение, в общем, слишком много какой-то энергии, которая нас движет, заставляет как-то торопиться, да, и вот из-за неосторожности могут быть разного рода такие случайности, поэтому нужно быть очень осторожными, за рулем особенно, да, или... Даже, знаете, если вы пойдете там в спортзал, можно перестараться на тренажерах, перетрудиться, да, или, может быть, начнете с кем-то спорить, и здесь даже до драки может дойти, если какой-то конфликт, особенно если будет человек, ну, допустим, под алкоголем, да, или еще что-то такое, вот здесь осторожно. Вообще сегодня нужно быть осторожнее в выражениях, в словах, в действиях. Так, итог дня, Верховная Жрица. Ну вот здесь вот чистая луна у нас, да, здесь как раз день такого выбора между какими-то направлениями жизни, между разными людьми, разными там, приятелями, разными источниками дохода. То есть в конце дня вы определитесь, скорее всего, вот с тем выбором, который у вас есть. Может быть, просто это день выбора настроения, да, вот по повешенному. То есть мы можем остаться как бы в меланхолии, в таком как тяжелом состоянии, а можем проявить мудрость, перенастроить себя, да, и весь день провести счастливо. А также это карта семьи, карта родителей, очень такого мудрого отношения, уважительного отношения в семье. То есть вот для кого-то это будет такой день, а для кого-то это будет день обучения, когда мы
чем-то важным для себя занимаемся, свою индивидуальность проявляем, да, и какие-то таланты свои раскрываем, учимся говорить, учимся писать, в общем, что-то такое делаем, что в нас заложено как талант. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!